Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Хайрлы киш, хурматлы тамашачылар. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас. Мы рады приветствовать вас в концертном зале Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая на открытии первого международного фестиваля «Джазовая Казань» в рамках Года культуры в России и Республике Татарстан. Фестиваль организован Министерством культуры Республики Татарстан, Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая при поддержке президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. Фестиваль «Джазовая Казань» объединила не только истинных ценителей джазового искусства. Фестиваль объединил маститых, известных музыкантов-исполнителей и известных в мировом масштабе творческие коллективы. Один из его долгожданных участников, заслуженный деятель Московского музыкального общества, журналист, историк джаза Владимир Каушанский. Когда меня пригласили на фестиваль и показали эмблему нашего фестиваля, я подумал, ну наконец-то. Все последние десятилетия Казань жила активной джазовой жизнью, клубной, концертной, звездами джаза. Столицу Татарстана не удивишь. Эти звезды будут зажигаться и сегодня, и все последующие дни фестиваля, и ровно столько, сколько будет жить фестиваль. А он начинает свою большую жизнь в Казани с вашей помощью, дорогие друзья. Дорогие друзья, слово для открытия фестиваля предоставляется первому заместителю министра культуры Республики Татарстан Аюповой Ираде Хафизяновне. Добрый вечер, уважаемые зрители. Хайрлы кич, сенмисис. Вы знаете, вообще очень часто, когда говорят о Татарстане, о Казани, первое, что приходит в голову, что это большой котел, в котором мирно существуют, живут, дружат. Много-много религий, много культур. Это такой синтез творчества, синтез жизни. Наверное, поэтому в послевоенные годы именно на нашей земле, на территории Татарстана, если быть более точным, первоначально в Зеленодольске, нашел свое пристанище, нашел свою на некоторое время родину. Коллектив, который сегодня является преемником, точнее так, коллектив, который является прародителем тех, кто сегодня выйдет на эту сцену. И коллектив, который дал новую веху культурной жизни, культурной истории Татарстана и Казани. Коллектив Олега Лунстрома. И действительно, именно, наверное, приезд вот этого джазового коллектива, джаз-бенда в Казань дал новый вектор, новое звучание многоголосию нашей культуры. Действительно, у нас очень много, как вы сказали, клубных фестивалей и джазовых фестивалей, очень много опен-эйров. Но очень важно, что сегодня мы на сцене именно Казанской филармонии, Татарской филармонии имени Габдуллы Тукая, на филармоническом, скажем, уровне начинаем новый проект «Джазовая Казань». Это действительно новый фестиваль, который дань нашему уже историческому наследию, историческому джазовому наследию. Я уверена, что сегодня в зале сидит очень много людей, которые выросли на джазе, чьи родители воспитали на джазе своих детей. И мне очень хочется верить, что все-таки сегодня вот этот вот джазовый бренд Казани, бренд именно, по-другому его не назовешь, это действительно наш культурный бренд, что он обретет новое звучание, в том числе с этим фестивалем. Но самое важное, мне очень хочется пожелать, чтобы все вот эти многочисленные джазовые фестивали в конечном итоге достигли самого главного, чтобы мы понимали, что культура очень многообразна,
культура очень разноплановая, что в культуре самое важное эксперимент, самое важное вот это смешение стилей, этот микс, который дает во многом развитие. И оставаясь приверженцами все-таки филармоническая сцена, филармоническая площадка, она в какой-то степени академична, она в какой-то степени все-таки всегда является площадкой для профессионалов, для таких вот академических жанров творчества, академических направлений творчества. И сегодня вот эти синтетические жанры, эти миксы, они выходят на другой уровень, на академический уровень, показывая абсолютно другие планки звучания, абсолютно другие, раскрывая абсолютно другие горизонты, еще более радужные. Очень хочется верить, что каждый из вас вернется не раз на этот фестиваль уже со своими друзьями, со своими семьями, со своими детьми, кто-то с внуками, учениками. И очень хочется верить, что мы снова научимся не только слушать и слышать джазовую музыку, но и, наверное, в какой-то степени в свою жизнь привнесем вот эту креативность, эту импровизацию, которая так свойственна джазу. Всем удачного начала, старта. Ну где у вас там наша традиционная ленточка? Ну а сейчас, дорогие друзья, слово предоставляется директору Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Нуруллину Кадиму Назыровичу. Пожалуйста. Огромное всем спасибо за то, что вы сегодня с нами здесь. Я бы так сказал, цифра 7 для нас, для казанцев, это очень хорошая цифра. Дело в том, что сегодня мы открыли 77-й сезон джаза. Это 7-е число октября. И то, что 7-я еще филармониада в этом году проводится. Кстати, забегая вперед, хочу сказать, что в филармониаде тоже мы не забрасываем джазовую деятельность. Мы там оставили для вас такой же сюрприз. Это приезд группы Take Six. Ожидается в декабре. Приходя к этому фестивалю, мы давно созревали. Это труд долгих лет. И то, что наличие нашего джазового коллектива нам не оставляло никаких больше шансов, нежели не открыть данный фестиваль. Название очень легкое. Это называется «Джазовая Казань». Мы город с историей джаза. Я полностью уверен, если бы Лундстрем не приехал, не выбрал Казань, если бы выбрал другой город, скажем, Петербург, либо Москва, я не знаю, как бы сложился российский джаз. Именно находясь в городе Казань, я думаю, это насчитывает 1947 года. И то, что мы показали, опять-таки, были первопроходцами, показали всему СССР, то, что джаз – это очень даже хорошая музыка, и никто продавать родину не собирается. Я как бы полностью уверен, что это вот именно на долгие годы удлинило жизнь джаза. И всем вам огромное спасибо за то, что вы с нами. И впереди у нас еще 2 дня джазового фестиваля. Я приглашаю всех вас посетить их все. Они немножко разные. И смотрите за афишами. У нас очень хорошие концерты ожидаются от джазового оркестра. Спасибо вам. Спасибо огромное. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы представим вам торжественную церемонию перерезания красной ленточки. Это своеобразная ретро-дань, ретро-традиция. И, Владимир Яковлевич, мы с вами будем Я держать. поддерживаю, будем держать. Мы будем держать, а вам предоставляется, да. Нет, это надо сделать. Вот с какой стороны правильно встать, а как вы думаете? Сначала. Спасибо, дорогие друзья. Будем считать, фестиваль стартовал. Я желаю вам прекрасных 3 дней. Вы знаете, есть свой высокий смысл в том, что сегодня сцена филармонии отдана 2 оркестрам, 2 братьям-близнецам Лундстремовского гнезда, можно и так сказать.
Более того, я думаю, что когда-нибудь со временем появится туристический маршрут, который будет называться так же, как наш фестиваль «Джазовая Казань». Я вчера прошел этот маршрут. И вы знаете, кто был моим гидом? Не поверите. Олег Леонидович Лунстром, с которым меня связывала последние годы большая дружба. И я несколько раз вел концерты его оркестра. И слышал вчера, вдыхая воздух Казани, его голос комментирующий. Ну, например, я смотрел на вокзал и вспоминал его слова о том, как в конце XIX века сюда приехал его прадед Карл Август Лунстрем через Финляндию с 2 детьми и открыл здесь паровое отопление, будучи человеком технического склада, просто построил отопление в одной из казанских больниц. И, как мне уверял Лунстрем, это отопление по-прежнему работает. Я смотрел на филармонию, а точнее сначала на консерваторию, и думал о том, что и сам Лунстрем, и его оркестр в большинстве своем закончили это высшее учебное заведение, и опять-таки имя Лунстрема. Я проходил мимо кинотеатров и вспоминал его рассказ о том, как музыканты зарабатывали здесь себе на жизнь после приезда, о том, как была выбрана Казань. Здесь была опять-таки консерватория, и как Олег Леонидович привез сюда свой оркестр. Я смотрел на Дом офицеров и вспоминал его рассказ о том, что после войны, в начале 50-х, здесь играли танцы, польки, краковики и прочие другие танцевальные номера. И начальник Дома офицеров подбегал к Лунструму и говорил: Олег Леонидович, когда уходил политработник, давайте джаз, посмотрите, здесь же офицеры, фронтовики, а какие дамы, дамы просто льнут к офицерам. И вспоминал Лунстрем, мы начинали играть Читаногу Чучу. И таких воспоминаний очень много. А самое главное, что сказал Лунстрем, здесь изумительные люди. Я благодарен каждому, кто сыграл роль в моей судьбе и в судьбе моего оркестра. Казань ждет большое джазовое будущее. И вот это будущее наступило сегодня. И день, и время, и место выбрано удивительно. Оркестру имени Олега Лунстрема исполнилось в этом году 80, а его художественному руководителю и главному дирижеру, народному артисту России Борису Фрумкину 70. 2 юбилея, 2 оркестра лунстремовских. Что может быть лучше? Ваши аплодисменты. Я приглашаю на сцену оркестр имени Олега Лунстрема. Государственный камерный оркестр джазовой музыки. Прошу. И я думаю, когда-нибудь фестивалю будет присвоено имя «Джазовая Казань», международный фестиваль «Джазовая Казань» имени Олега Лунстрема. Кто за? Поднимите руки. Браво, единогласно. Главный дирижер, художественный руководитель оркестра, народный артист России, пианист, аранжировщик Борис Фрумкин. И мы начнем с композиции Бориса Фрумкина, которая называется «Слушая Рахманинова». И вы без труда узнаете тему из 2-го концерта для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.
Аплодисменты автору композиции Борис Фрумкин. Вместе с ним Олег Грымов, сопранино, саксофон, Роман Сикачев, баритон-саксофон,
Соло на ударных заслуженный артист России Владимир Журкин. Большое вам спасибо. С праздником вас всех, с праздником джаза. Думаю, что эта традиция на самом деле приживется. И джазовый фестиваль – это настоящий праздник. Это никакое не соревнование, никто никого не стремится победить. Это просто общая радость выступления между публикой и общая радость от того, что вы нашли время и желание прийти на концерт. Хорошего вам вечера. И, кстати, об общей радости. Олег Лунстром шутил, сказав, что он назвал свою композицию «Мы снова вместе» моей, то есть его одой к радости. И посвятил это тому счастливому обстоятельству, что в 1956 году был подписан приказ Министерства культуры об образовании эстрадного оркестра Олега Лунстрома. Мы снова вместе.
Максим Пиганов, соло на тромбоне. Денис Прушинский, тенор-саксофон. Игорь Уланов солировал на контрабасе. И Владимир Журкин, ударные. Вы знаете, дорогие друзья, только композитору знакомо это чувство, когда создаешь мелодию, потом она ускользает от тебя. Ты забываешь ее, но мучительно ищешь, иногда не один год, а целые годы. Так и случилось с композицией Бориса Фрумкина «Воспоминания о песне». Эта джазовая баллада будет исполнена солирующим на альт-саксофоне музыкантом оркестра Лундстрома Олегом Грымовым. «Воспоминания о песне». Борис Фрумкин.
Олег Грымов, альт-саксофон. Борис Фрумкин, автор этой дивной баллады, который вспоминал и все-таки вспомнил свою песню. Вы знаете, думая об Олеге Леонидовиче Лунстроме, приходишь к мысли о том, что хотел он того или нет, но он стоял у истоков многих национальных джазовых школ. После войны он писал аранжировки на татарские народные песни. Перебравшись в Москву, много сделал интереснейших аранжировок на тему музыки народов Средней Азии, Закавказья. Вот одна из этих пьес. Олег Лунстром «Бухарский орнамент».
Вместе с оркестром бухарский орнамент вышивали Денис Прушинский, Олег Грымов, Владимир Журкин. Оркестр имени Олега Лунстрема. В 1928 году композитор Уолтер Дональдсон выпустил на Бродвее свой мюзикл вот с таким названием «Ого-го». Все песни там забыты уже давным-давно, кроме одной – «Мэйки Вупи». Она говорит о том, что, мужики, не спешите соблазнять женщин, потому что после этого идут дети, идут дрязги, идут ссоры, и все равно все придет и закончится разводом. Об этом нам расскажет солист оркестра, тромбонист Максим Пиганов, Уолтер Дональдсон. «Мэйки Вупи».
Максим Пеганов. Вот такая вот шуточка, которая лишний раз убеждает, что без женщин жить нельзя на свете нет. И, кстати, о прекрасных женщинах. Я вот сейчас подумал, что, господи, уже ведь 18 лет, как впервые на джазовую сцену России вышла Анна Бутурлина. Столько лет прошло. С тех пор она выступила практически со всеми большими оркестрами страны, принимала участие в международных джазовых проектах, ныне проводит свои конкурсы. Ее приглашают Андрей Эшпай и Геннадий Гладков. Ее приглашал, Царство Небесное, Юрий Сергеевич Саульский. Сегодня Анна является полноправным членом нашей джазовой российской сборной высшей лиги джаза. И я с удовольствием ее приглашаю на сцену под ваши аплодисменты. Анна Бутурлина. A foggy day in London town had me low and had me down. I viewed the morning with alarm. The British Museum had lost its charm. How long I wondered could this thing last? But the age of miracles hadn't passed, for suddenly I saw you there and through foggy London town. And through foggy London town the sun was shining everywhere. On the way on up. Yeah. Oh. Yeah, la, la. La, da, 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 da. A foggy day in London town had me low and had me down. I viewed the morning with alarm. The British Museum had lost its charm. How long I wondered could this thing last? But the age of miracles hadn't passed, for suddenly I saw you there every foggy London town, every foggy London town, every foggy London town. The sun was shining everywhere.
зоркий взгляд твоей любви, зеркало, словно зеркало для меня. Глаза твои, я отражения точного не вижу в них. Красивей и нежней, чуть-чуть грустней я в глазах твоих. Меркнет свет, если меркнет свет в горький час, нелегкий миг в зеркало, словно в зеркало я смотрю в глаза твои. Я отражения точного не вижу в них. Счастливей и добрей, чуть-чуть мудрей я в глазах твоих. Я в глазах твоих чуть-чуть мудрей. Я отражения точного не вижу в них. Красивее и нежней, чуть-чуть грустней я в глазах твоих. Я в глазах твоих чуть-чуть грустней. Олег Грымов. Well, all right, okay, you win. I'm in love with you. Well, all right, okay, you win. Baby, what can I do? I'll do anything you say. It's just gotta be that way. Well, all right, okay, you win. I'm in love with
you, well, alright. Okay, you win, baby, what can I do? Anything you say I'll do, as long as it's me and you. First thing in the morning, you gotta wake me with a kiss. I gotta make up all the loving you have made me miss. Well, alright, okay, you win. I'm in love with you, well, alright, okay, you win. But baby, one more thing, if you wanna be my man, please, baby, won't you take my hand? All that I am asking, all I want from you, just love me like I love you, and it won't be hard to do. Well, alright, okay, you win. But baby, one thing more, well, alright, okay, you win. But baby, one more thing, if you wanna be my man, please, baby, won't you take my hand? Well, alright, okay, you win. Well, alright, okay, you win. But baby, one more thing, if you wanna be my man, please, baby, won't you take my hand? Well, alright, okay, you win. Well, alright. Анна Бутурлина Спасибо, друзья. и оркестр имени Олега Лунстрема. Анна Бутурлина. И вот она, долгожданная минута, когда на нашей фестивальной сцене встретятся два оркестра побратима. Я не буду рассказывать вам историю, которую вы без меня прекрасно знаете, о том, как из музыкантов, оставшихся в Татарстане, создавался оркестр, уже некоторое второе или третье поколение вы сейчас увидите на этой сцене. Дело даже не в драматизме этой истории, а в том, что каждый любитель джаза в Казани, кончая министром культуры, даже выше, президентом республики, сохранил бесценное достояние, сохранил с любовью. Этот оркестр жив, здоров, процветает. И сегодня, как одна из самых ярких творческих личностей и коллективов, выходит на фестивальную сцену и участвует в крупнейших международных проектах. Ваши аплодисменты. Я приглашаю на сцену филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан. Главный дирижер оркестра Марат Николаев, художественный руководитель Лидия Ахметова, заслуженная артистка России, народная артистка Республики Татарстан. Марат Николаев. Мы часто вспоминали сегодня Олега Лунстрема, вспомним и еще. Вспомним, потому что один из самых забойных хитов довоенного Шанхая была пьеса «Катюша» в аранжировке Олега Лунстрема. Вспоминаем.
московского берега солировали Ростислав Кочетов, труба. С казанского берега Дмитрий Забегаев, тенор-саксофон. И Марат Николаев, соло на фортепиано. Сейчас два оркестра, два брата будут вести диалог между собой. Я сразу представлю две композиции. «Легенда о Сююмбюке». Эта история восхитила Олега Лундстрома. Он написал эту пьесу, а затем прозвучит тема «Чикин», автор ее, великий бас-гитарист всех времен и народов, как его называют по сей день, Жака Пасториуса. Итак, слово оркестру.
Я все-таки хочу по горячим следам представить вам замечательного музыканта, заслуженный артист Республики Татарстан Владимир Алексеев, тенор-саксофон. Именно он и солировал в той самой пьесе на концерте, посвященном 50-летию нашей Казанской консерватории. Владимир Алексеев.
Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан. Марат, прошу, и заодно представьте солистов. Альт-саксофон Абдурашид Алавадинов. Труба Андрей Фролов. Тенор-саксофон Дмитрий Забегаев. Бас-гитара Дмитрий Соломатин. Спасибо. Спасибо. А чем ответит брат? А брат ответит брату двумя композициями. Известным стандартом Жена де Пола «Ты не знаешь, что такое любовь» и пьесой Бориса Фрумкина «Самарская ярмарка».
Роман Сокачев, Роман Сокачев.
Ростислав Кочетов, Максим Пеганов, Олег Грымов, автор композиции, только что прозвучавшей, Борис Фрумкин, оркестр имени Олега Лундстрема. Спасибо. Вокалистка филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан, которая сейчас приглашу на сцену, сначала покорила родную Казань, она родилась в этом городе, тем, что стала чемпионкой Татарстана и финалисткой России на чемпионате по бальным танцам. Тогда же примерно у нее прорезался голос, прекрасный тембр, мама ее заметила, отвела в джазовую студию. Девочка перебирается со временем в Питер и там практически побеждает во всех крупных конкурсах, которые там проходят. Участвует в радиопередачах, выступает в проектах известных питерских музыкантов, побеждает, еще раз говорю, в конкурсах, снимается на телевидении. Кстати, высокие ставки, вы увидите этот фильм в следующем году, где она играет главную роль. И плюс главная роль в мюзикле, который называется «Однажды в Италии». И все это одна вокалистка. Поет Алатея. He'll have no time to regret. Yeah, he's well with his same old say about me and my head high and my tears dry. Get all without my God. You're went back to what you're now, so far removed from all that we went through. And I, to read a troubled track, my eyes are saying I go back to black. We always say goodbye, the word I died all the time. You go back to her and I'll go back to, I go back to her. I love you much. It's not enough. You love blue and I love her. And life is like a fire, and I'm a tiny, brand new rolling up the world inside. We always sing about the word I died all the time. You go back to her and I'll go back to. We always say goodbye, the word I died all the time. You go back to her and I'll go back to. Black. 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 Ooh, black, black, I go back
you should hug the shore. Oh, make love, sway me more. Like a flower bending at the breeze. Dance with me, sway with me. When you dance, you have the way with me. Sway with me, sway with me. Other dancers may be on our floor, deep but my eyes will see only you. Only you are the magic take me. When we sway, I go I can feel burning on the floor. Oh, because it begins. When we sway, it's only you know how. Swing me, swing me more. Sway me, make me, feel me, hold me, bow me, ease me. You have the way with me. Ba 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 da da, ba ba da da, ba ba da da, ba 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 da da, ba ba da da, ba ba da da, ba 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 da da, ba ba da da, ba ba da da, ba 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 da da, ba ba da da, ba ba da da. Other dancers may be on our floor, deep but my eyes will see only you. Only you are the magic take me. When we sway, I go I go I can feel burning on the floor. Oh, big close, it begins. When we sway, it's only you know. Sway me smooth, sway me more. Sway me smooth, sway me more. When we sway, it's only you know. Sway me smooth, sway me more. Sway me, sway me. Алатея! Алатея в окружении двух великолепных оркестров. Да, ну и, конечно, в роли танцующего мачо Марат Николаевич. Спасибо. Алатея, удачи в Питере. Мы будем завершать шедевром Дюка Эллингтона, который называется так: «Блюз прощания со старым добрым цирковым поездом». Два оркестра.
Ростислав Кочетов, Сергей Мамаев, Олег Грибов. Сергей Минаев, Марат Николаев. Анна Бутурлина, Анна Бутурлина. Анна Бутурлина, Алатея. Анна Бутурлина, Москва. Филармонический Алатея. джазовый оркестр «Казань». Ура! Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лунстрема. Художественный руководитель и главный дирижер Народный артист России Борис Фрумкин. Спасибо вам громадное, друзья, за ваше тепло, за ваши аплодисменты, за то, что вы душой своей молоды, принадлежите поколению юных, самых юных почитателей джаза. Приходите на наши концерты, приводите друзей, рассказывайте всем, какие мы замечательные и какие вы замечательные. Спасибо еще раз. А я вам напомню, художественный руководитель филармонического джаз-оркестра, заслуженная артистка России и народная артистка Республики Татарстан Лидия Ахметова. Главный дирижер Марат Николаев. Нам остается только мечта, чтобы эти два славных оркестра вновь сошлись на одной доброй сцене Казанской филармонии. И несравненный ведущий, знаток джаза, журналист, заслуженный деятель Московского музыкального общества Владимир Каушанский. Спасибо. Я думаю, что каждый первый фестиваль, а он у нас первый, закладывает свои традиции. И какие они? Совершенно верно. И мы всем участникам сегодняшнего концерта, нашим гостям, вручили памятные подарки и цветы. Давайте еще раз поприветствуем. Памятные дипломы, которые транслируются. Вот такие дипломы получают участники фестиваля. Спасибо огромное. Спасибо, дорогие друзья. Игра, достойная финала первого дня международного фестиваля «Джазовая Казань». Хочется верить имени Олега Лунстрема. Спасибо, дорогие. Будьте счастливы. От вас идет на сцену потрясающая энергетика. Всего доброго и до завтра. Будьте счастливы и берегите себя.